Добрый день, дорогие наши читатели. Вот и наступил апрель, а с ним и праздник книжки, неделя детской книги. В этом году она имеет дату всероссийский, и традиционно мы неделю проводим в коррекционных школах 3, 4, 5 и 8. Праздник детской книги впервые был проведен по инициативе детского писателя Льва Костиля в далеком военном 1943 году в Москве. И с этого момента этот праздник проводится ежегодно и для популяризации детской книги. В этом году, а сегодня мы объявляем открытие недели детской книги, и гостем сегодняшнего мероприятия будет автор детских книжек, добрая сказительница Любовь Гавриловна Олесова-Капталана. Также в течение недели детской книги мы организуем игровую трогательную книжную выставку, которая будет организована и посетить школы, наши коррекционные школы. Также стартует акция, приуроченная ко Дню Отца в Республике Саха-Якутия. «Приведи отца в библиотеку» для учащихся начальных классов Республиканской коррекционной специальной школы-интернат. Для начальных классов будет в рамках читательского марафона «Классное чтение». Также в инстаграм-аккаунте библиотеки в течение недели будет проводиться тест-викторина по книгам юбиляра. 6, 7, 8 апреля будет проводиться отборочные туры, этапы литературного квиза по школам. Победители отборочных туров будут представлять свои школы в финале, которая будет проводиться 9 апреля, и будут бороться за честь своей школы. В этот же день, 9 апреля, у нас будет открытие недели детской книги. А также я хочу сказать, что сейчас слово передаю нашей гости Любови Гавриловне Олесовой-Капталане. Здравствуйте, ребята. Я являюсь писателем детской литературы. И сегодня хотела бы вас познакомить со своими книжками, которые принесла на сегодня. Вот первая моя книжка называется «Книжка малышка. Алфавит на русском языке». И называется «Веселый алфавит». И как обычно во всех алфавитах начинается с буквы А. А из по не улетел, а из отдохнуть прилетел. Долго по не улетел, чтобы везде кто-то. Ждут его в гнезде детишки, не по сердцу, ребятишки. И вот еще вот эту мою книгу наша библиотека создала по брайлевской методике. Вот. И вы можете как-то почитать вслух и вот такие. Следующая книга у меня называется «Буква Латтерсилдер». Это на якутском моем родном языке. Буква Латтерсилдер на русском языке называется «Буква рассказу». И тоже начинается с буква про Анечку, добрую и гостеприимную хозяйку. Айнус ампара моста, ампарта нарытага, а рыби невесты, бары юре свети. Ну и так вот очень красивые книжки. Их можно научить такой башки, вот куда взять сам. Третья книга у меня вот, правильно, да? Книга добрых сказок. Это сборник сказок, 5 сказок составлено, выпущено на 3 языках: русский, якутский и английский.
Я думаю, вам очень интересно будет, особенно кто учится в школе и учит английский язык. Тут, значит, первая сказка называется «Компьютерная английская», вторая «Королева средства», третья «Потерянная дружба», четвертая «Пшеничное поле». И последняя сказка, вот называется как в обложке «Книга добрых сказок». Она очень познавательная, я думаю, я очень надеюсь, что она вам понравится. Эту книгу также выпустили по Брайлю, наша библиотека, так что вы можете почитать ее по брайлевской методике. Вот. Следующая книга. Вот, кстати, я хотела сказать насчет книг добрых сказок. Наши дети, наше общество инвалидов по зрению, выпустили мультфильм. И сами же озвучили благодаря кружку, который находится в нашей библиотеке. Так что очень интересно, мои сказки ожили и твою жизнь отдельно. И вот еще вот «Сказание Хомуси». Книга состоит из 3 сказок, которые как бы продолжение друг друга. Она написана нашим органам якутского инструменте хомус. Благодаря этой книге вы можете ощутить себя в космосе, видеть Землю со стороны, как говорится, других планет, также побывать в разных местах. И, в общем, тут первая сказка называется «Сказание Хомуси», второе «Кулани» и третье «Признание Аяна». Ну и в этом году музей Хомус международного центра объявил конкурс на продолжение моей сказки «Кулани», чтобы дети всех народов, желающие, естественно, могут написать продолжение этой книги, рассказать о своей культуре, о своем органном инструменте, и должен быть в конце года сборник сказок. Я очень надеюсь, может, кто-то заинтересуется и начнет тоже пытаться творить свои творческие действия. Надеюсь, я приглашаю вас новое объявление вышло в сайте ИКАБУ. Также наша библиотека выпустила эту книгу по Брайлю. Тоже можете прочитать, очень интересно. Я думаю, вам понравится. Вы узнаете о якутской культуре, о традициях якутов. В общем, она выставлена на 4 языках. Якутский, русский, английский и даже японский. Я очень надеюсь, что вы посмотрите, вам она понравится. Почитайте. Вот теперь, значит, 5-я книга. Хоть она небольшая, сказка нашими глазами, но она мне очень дорого и ценна, так как картинки, иллюстрации, все нарисовали дети инвалидов общих заболеваний. Вот это она создана по инклюзивному проекту «Я инвалид России» и дети инвалиды. Очень интересно посмотреть, какими они своими глазами ощущали эту сказку и все нарисовали сами. В общем, я очень горжусь этой книгой и тоже надеюсь, что она вам понравится. И вот предлагаю вам почитать обязательно. Она издана на якутском языке. Ребята, я очень надеюсь, что вы являетесь настоящим поклонником нашей библиотеки, читателями. Люди, которые даже вот здоровые, они не могут весь мир обойти за всю жизнь. А благодаря нашей библиотеке мы можем побывать везде, посетить разные страны, разные времена, узнать историю разных времен, национальностей. В общем, я надеюсь, что вы узнаете это. Всем вам желаю крепкого здоровья, благополучия, пусть ваши мечты исполнятся, успехов вам, пусть над вашей головой всегда стоит солнечное голубое небо. Всего вам доброго, ваша любовь Божья. Спасибо. Дорогие друзья, я еще хочу дополнить, Любовь Гавриловна, что эти мультфильмы были сделаны в кружках творческих мастерских «Радуга творчества» и «Сотвори свой шедевр». Эти мультики находятся в сайте нашей библиотеки rbs.saha.ru. И я надеюсь, что вы посмотрите. А я с вами на этом прощаюсь и приглашаю вас принять активное участие в неделе детской книги. До новых встреч на этой неделе. До свидания.